Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. На имя президента Туркменистана и председателя Халк-Маслихаты пришли письма от Генсека ООН. Turkish Airlines снижает цены на рейсы Ашхабад, Стамбул, Ашхабад. Визит главы МИД Туркменистана в Брюссель в центре внимания международного издания и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов ратифицировал пакет законов и постановлений, принятых на заседании Меджлиса Туркменистана 7-го созыва 13 июля. Среди утвержденных документов поправки к Кодексу о социальной защите населения, позволяющие перечислять пенсии и пособия на банковские счета получателей. Также одобрено присоединение страны к протоколу об охране промышленных образцов в рамках Евразийской патентной конвенции. Важным шагом стала ратификация протокола к соглашению между Туркменистаном и Европейским Союзом. Кроме того, Туркменистан присоединился к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш направил благодарственные письма на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслихаты Туркменистана Курбангулы Бердымухамедова. Я надеюсь, что отношения между Организацией Объединенных Наций и Туркменистаном будут продолжать углубляться и укрепляться, и с нетерпением жду, что Туркменистан сыграет важную роль на саммите будущего, который состоится в сентябре в Нью-Йорке, написал в послании Антонио Гутерриш. Авиакомпания Turkish Airlines объявила о снижении цен на маршрут Ашхабад-Стамбул-Ашхабад. Согласно информации от авиакомпании, специальное предложение будет действовать до 31 августа текущего года. В рамках акции пассажиры смогут приобрести билеты эконом-класса по цене от $525 США. В посольстве Туркменистана в Брюсселе руководитель Института Diplomatic World Барбара Дитрих передала туркменским дипломатам 74-й выпуск одноименного журнала. Номер освещает важные события внешнеполитической деятельности Туркменистана в контексте взаимодействия с институтами ЕС и странами Бенилюкс. Ключевая статья журнала посвящена визиту министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова в Брюссель в марте этого года. Журнал также содержит интервью с послом Туркменистана в Бельгии Сапаром Пальвановым. Посол рассказывает о текущем состоянии и перспективах сотрудничества с институтами Европейского Союза, приоритетах внешней политики Туркменистана, а также о великом мыслителе и поэте Махтум Кули и деятельности посольства в сфере публичной дипломатии. Китайские ученые разработали революционный метод извлечения электрической энергии из капель дождя. В основе этого изобретения лежит уникальная супергидрофобная пленка, созданная с использованием магнитных материалов. Принцип работы устройства заключается в преобразовании кинетической энергии падающих капель в электричество. Когда капли дождя ударяются о поверхность пленки и отскакивают, происходит микродеформация материала. Этот процесс деформации и последующего восстановления формы генерирует электрический ток. Николай Миклуха-Маклай-младший, внучатый племянник знаменитого этнографа, продолжает дело своего предка в Папуа-Новой Гвинее, но уже в духе 21 века. Он обеспечивает жителей отдаленных деревень компьютерами и смартфонами. Его нынешняя миссия – помочь папуасам подключаться к современным средствам связи. Для реализации этой инициативы Миклуха-Маклай-младший основал специальный фонд. Средства используются для приобретения смартфонов и компьютеров, которые позволяют жителям деревень получить доступ к интернету, телемедицине и другим важным современным технологиям. Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных мира после прошедших чемпионата Европы и Кубка Америки. Первое место осталось у выигравшей Кубок Америки сборной Аргентины. На второй позиции располагаются французы. На третью строчку поднялись победители Евро – испанцы. Сборная Туркменистана по сравнению с предыдущей версией рейтинга не изменила своего положения, оставшись 144-й. Телеканал Матч ТВ объявил о подписании 7-летнего контракта на показ матчей чемпионата Испании по футболу. Для туркменских любителей футбола эта новость особенно актуальна, так как существует несколько способов доступа к трансляциям Матч ТВ. Это установка IPTV, оформление платной подписки на сервис LM TV, а также через приложение Mobile TV от Алтынасыр. Кроме того, в Туркменистане по-прежнему доступны и другие варианты просмотра испанского футбола. Государственный спортивный телеканал «Спорт» транслирует игры Ла Лиги благодаря контракту с Setanta Sports. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.